Древний Ахты. Самая южная окраина Российской Федерации. Несмотря на то, что об Ахты написано немало книг, история этого села по-настоящему не изучена. За многовековой исторический путь так и не удалось иноземным захватчикам сломить свободолюбивый дух народов, населяющих эти горы. Еще со времен Кавказской Албании в истории этого края было много славных и драматических моментов. Нашествие монголов и хазар, арабов и персов, противостояние царскому режиму Российской империи, кровавая Кавказская война, взятие Ахты генералом Головиным в 1839 году и роль ученого и богослова Мирза Али Аль-Ахты в истории родного края. Все это можно увидеть в первой части фильма «Ахты» из цикла «Села. Герои страны гор». Часть вторая. Мирза Али Аль-Ахты – личность, овеянная легендами. Человек, жизнь и деятельность которого требует отдельного повествования. Мирза Али Аль-Ахты был признанным ученым во всем Дагестане. Как свидетельствуют потомки ученого, в библиотеке Мирза Али хранилось более 500 томов литературы, купленных в Аравии во время хаджа, написанных от его руки или же найденных и сохраненных им как ценные литературные памятники на арабском, персидском, тюркском языках. К большому сожалению, эта библиотека была утеряна в 30-х годах XX века. Помимо родного лезгинского, он прекрасно владел арабским, персидским, тюркским и русскими языками и оставил после себя много выдающихся литературных произведений, признанных шедеврами своего времени. В родном селении, недалеко от Джума-мечети, он создал медресе, которое приобрело значение важнейшего научно-учебного центра Лезгистана. Здесь обучался великий просветитель, историк, правовед Гасан Аль-Кадари, а также другие алимы из самурских земель, Кюры, Кубы, Кусаров, Центрального Дагестана и прочих мест. В нем, кроме арабского языка, философии и логики, ученый преподавал также арифметику, алгебру, геометрию, физику и астрономию. Слава его медресе гремела не только на родине, но и за ее пределами, притягивала учеников даже из соседних стран. Сам Мирза Али Аль-Ахты был учеником выдающегося ученого и богослова шейха Мухаммеда Али-Раги. Будучи главным кадием Ахтыпаринского вольного общества, Мирза Али проявил большие способности политика и дипломата, мудреца, заглядывающего в лабиринты смутного будущего. И еще тогда, в первой половине XIX века, в самый разгар Кавказской войны, Мирза Али Аль-Ахты осознавал бесполезность сражения с царской Россией. Он говорил: «Глаза наши видят хорошо, но руки слишком короткие». И что большое дерево все равно поглотит малое, имея в виду масштаб и возможности Российской империи. После кровопролитных боев в Самурской долине в 1839 году царские войска вошли в Ахты. Генерал Головин в очень короткие сроки построил здесь мощное оборонительное сооружение – Ахтынскую крепость. Она была возведена за 40 дней. Этот форпост не раз становился ареной драматических событий. Осада Ахтынской крепости с 14 по 22 сентября 1848 года войсками горцев под предводительством имама Шамиля достаточно хорошо описана свидетелями и участниками события. Это был один из ярких и драматичных эпизодов самурского похода Шамиля. Его соратник и летописец Мухаммед Тахир Аль-Карахи писал: «Жители Ахты наиболее сильно, по сравнению с другими войсками имама, сражались и атаковали крепость, в связи с чем множество из них было убито.
Роковые события тех жестоких лет по-живому разделили ахтынцев. Часть из них поддержала Мирза Али и встала на сторону Российской империи, другие же влились в ряды войск Шамиля. С момента начала Кавказской войны большое количество сыновей Самурской земли поддержало имамов Дагестана и Чечни. Очень многие переселились в пределы имамата и до конца сражались на его стороне. Еще весной 1844 года лезгины приняли самое деятельное участие в восстании и перехода Даниэлбека Илесуйского на сторону Шамиля. Знамя, с которым Даниэлбек прошел всю Кавказскую битву, было вручено ему Асфаром Аляхты. Современные аварские села Цурип и Ирип были заселены лезгинами и цахурами еще задолго до похода Шамиля на Ахты. Есть сведения, что жители Самурской долины, не согласные с проникновением на их земли царских солдат, уходили все дальше на север и даже жили на территории современного Шалинского района Чечни, в селениях Ахто и Ахтой. Но вернемся в Ахтынскую крепость, где в 1848 году отчаянно оборонялся от объединенных сил горцев гарнизон русских солдат и офицеров общим числом в 237 человек. В ту роковую осень, когда началась осада, внутри крепости оказался и Мирза Али Аляхты. От своего деда и прадеда Мирза Али перенял знания и навыки народной медицины и был признанным врачом-целителем. Когда комендант крепости Федор Рот получил тяжелое ранение в шею, то надежда была только на него. Штурм крепости Ахты вызвал широкий резонанс в России. О нем писали: эта осада выходила из ряда обыкновенных военных происшествий на Кавказе, наделала много шума и послужила материалом для театрального представления «Осада крепости Ахты», дававшегося несколько лет в Петербурге. Военным художником Полидором Бабаевым была написана картина «Штурм укрепления Ахты» в 1848 году, довольно красноречиво передающая весь трагизм происходящего. Примерно через 100 с лишним лет после тех событий в Центральном государственном военно-историческом архиве историком Надиром Бедерхановым была найдена и опубликована рукопись свидетельницы тех лет, дочери коменданта крепости Нины Федоровны Рот. Благодаря ее рукописи мы сейчас имеем возможность читать интересное описание жизни и быта ахтынцев середины XIX века и знать о драматических событиях осады Ахтынской крепости, увиденных глазами 18-летней девушки. Осада крепости была снята 22 сентября, когда к уже умирающему гарнизону пришли на помощь соединения под предводительством командующего войсками в Прикаспийском крае князя Аргутинского Долгорукова. Есть сведения, что, узнав о той помощи, которую оказал Мирза Али Аляхты во время осады коменданту крепости Федору Роту, Николай I спросил: «Пусть скажет, чем его отблагодарить». «Ничего не нужно», — ответил Мирза Али. «Единственная просьба, учитывая тяжелые жизненные условия моего народа, освободить его хотя бы на 10 лет от податей», что и было выполнено царем. До наших дней сохранился дом, в котором жил Мирза Али Аляхты. В нем сейчас живут его потомки, и мы успели пообщаться с его праправнуком Кази Казиевым, которому в 2020 году исполнилось 90 лет. И территорию учат, и вокруг и третьей школы, и были онды территории. В семье сохранились фотографии служивших русскому царю прадедов, внуков Мирзы Аляхты и репрессированного в 1937 году деда, отца Кази. После завершения Кавказской войны и установления повсеместно царского административного правления многие семьи из дагестанских провинций стали уезжать в Османскую империю.
По сей день в некоторых турецких городах живут большие диаспоры выходцев из Дагестана. Были случаи, когда уезжавшие возвращались, смирившись и с новой властью, и с новыми порядками, лишь бы жить на родной земле. Царское правительство вместе с новыми порядками принесло в горы Дагестана новую культуру. Стали открываться русскоязычные школы. Кстати, первая русскоязычная светская школа на Северном Кавказе была открыта именно в Ахты 26 сентября 1861 года по просьбе самих же ахтынцев. В горах Дагестана в последние трети XIX века стали появляться русские врачи и учителя. Стала формироваться горская интеллигенция, которая получала знания и образование в светских русскоязычных школах и гимназиях. Этому процессу противостояли некоторые мусульманские духовные лидеры, которые ориентировались на османскую порту. А для дагестанской бедноты наступили времена двойного гнета – царских чиновников и местной знати. Как только началась русско-турецкая война, в Дагестане поднялось мощное антиправительственное движение, которое в Южном Дагестане имело большой размах и тяжелые последствия. Восстание 1877 года – это такое важное, знаковое событие в истории Дагестана второй половины XIX века. В частности, на территории Южного Дагестана это восстание имело большой масштаб, размах. Нам известны и руководители этого восстания, кто принимал в них участие. Чем это кончилось, тоже эта история известна. Она закончилась репрессиями и казнью зачинщиков этого восстания. Вот оно, то место, на котором стоял дом главаря бунтовщиков Кази Ахмеда, который при допросе не выдал своих земляков и все взял на себя. Здесь не осталось даже руин. После того, как были казнены отец и сын, по приказу царских властей был разрушен и дом предводителя восстания. Но никто из местных жителей за прошедшие 1,5 столетия даже не помышлял возводить здесь себе дом или какое-то другое строение. Что примечательно и важно, своих русских, то есть тех, кто жил в гарнизоне Ахтынской крепости, повстанцы во время бунта не тронули, наоборот, предупредили и намекнули, что лучше им сидеть за крепостными стенами. Судьба повстанцев была определена. В царской России с бунтовщиками не церемонились. Кого не казнили, тех отправили в ссылку в Сибирь. То селение Ахты в наибольшей степени пострадало во время восстания 1977 года. Будучи центром восстания, и руководитель восстания был из этого села, не менее 300 человек было выслано из селения Ахты. Даже принимая во внимание масштаб селения, согласитесь, что это большая цифра. 300 человек, это не говоря уже о казненных, были высланы в разные регионы Российской империи, в центральные губернии, на Урал и в Сибирь. Многие из них не вернулись, а некоторые вернулись на родину спустя долгие-долгие годы, уже в начале 20 века. Как мы знаем, Ахты-Пара, как и другие самурские земли, еще с момента завоевания генералом Головиным была поставлена под контроль царской администрации. Вскоре на этой территории был образован Самурский округ, просуществовавший до 3 июня 1929 года, когда был образован Ахтынский район в составе Республики Дагестан. События революции, а затем гражданской войны в Ахтынском районе были кровавыми и противоречивыми, как и повсеместно в стране и в Дагестане. Октябрьская революция нашла понимание и поддержку у многих жителей Ахты и всего Самурского округа. Причиной тому были социальное неравенство, нищета, безработица и бесправие бедноты. В начале 20 века более 60% взрослого мужского населения Самурского округа было вынуждено заниматься отходничеством, искать средства на жизнь и возможность работать на стороне, уезжали в Баку на нефтепромыслы, где и формировался основной революционно настроенный пролетарский класс Дагестана и Закавказья. Рабочие бакинских нефтепромыслов возвращались домой и несли передовые на тот момент марксистские идеи в родные горы, сея там те самые искры, из которых потом разгорелся пожар революции и гражданской войны.
шли на смерть и лишение, искренне верившие во власть народа и торжество справедливости во всем мире революционеры и герои гражданской войны. Кази Магомед Агасиев, Мухтадир Айдинбеков, Юсуп Гирейханов, Алимерзе Османов, Осман Махмудов, Садик Мусанабиев, Нисрет Магарамов и многие-многие другие, кто остался навсегда в истории родного края. Их именами названы населенные пункты, улицы, школы и учреждения во многих районах Дагестана. Жизнь и судьба каждого из них – показатель стойкости и силы, веры и преданности своим убеждениям. После революции – период коллективизации, строительства социалистических основ жизни, время культурного расцвета сел и районов Дагестана. Всегда стремящиеся к знаниям и учебе лезгины стали поступать в лучшие вузы страны, осваивать науки, искусство. Кто получил образование еще при царской России и не погиб в горниле революции и войн, получили возможность реализовать свои знания и опыт на пользу молодой стране Советов. Например, ахтынец Видади Эмиров, главный инженер канала Октябрьской революции в Махачкале. Водохранилище, которое украшает столицу республики, когда-то называли Эмировским озером в честь того, кто его спроектировал. Ахтынец Салих Ахмедов был одним из первых гидроэнергетиков республики. Он жил и работал в Баку, работал на различных предприятиях Азербайджана. В 1931 году Салих Ахмедов приезжает в Ахты и по своей инициативе строит там гидроэлектростанцию с деревянной турбиной. Он первый, кто зажег в домах ахтынцев лампочку Ильича. Азиз Алискеров учился в нефтяных институтах в Баку и Москве, работал инженером-геологом в Магаданской области, разведывал промышленные месторождения золота. В его честь на территории Чукотского автономного округа назван город Алискерово, есть музей. И это лишь единицы из огромного числа тех, кто внес большой вклад в развитие науки, промышленности, экономики, просвещения страны. Особый вклад в искусство республики внесла династия Аскаровых. Это первые профессиональные артисты и художники. Идрис Шамхалов, основатель Лезгинского национального театра, Алла Джалилова, первая горянка-балерина, Гаджибек Гаджибеков, талантливый журналист и драматург, ученый-филолог, на основании латинской графики создавший алфавит и издавший книги на лезгинском и табасаранском языках, лезгинский соловей Рагемат Гаджиева и еще сотни имен славных сынов и дочерей земли ахтынской, прекрасной и щедрой, воспетой поэтами и художниками. Из глубокой туманной древности снова слышатся куплеты песни о Шарвели, защитники и заступники земли лезгинской. И снова ее лучшие сыны уходят в грозовую даль, а в домах ахтынцев плач и горе. Более 126 тысяч дагестанцев ушли на фронт во время Великой Отечественной войны, и еще 16 тысяч к тому времени уже находились на службе. С ахтынской земли на фронт ушли 2320 человек, 1740 воинов погибли на полях сражений. 2 героя Советского Союза прославили свой родной Ахтынский район – Валентин Эмиров и Гасрет Алиев. Непобедимый воин, сокол горный, прославлен ты в родных краях. Народный поэт Дагестана Тагир Хрюкский посвятил свои лучшие строки земляку-герою. Когда началась Великая Отечественная война, Эмиров был уже опытным летчиком и командовал эскадрильей. Летом 1942 года враг подошел к Кавказу, занял Кабардино-Балкарию и двигался к Дагестану. 26 августа в Грозном прошел антифашистский митинг кавказской молодежи, где ярко и эмоционально выступил Валентин Эмиров. «Если ты не пойдешь на врага, ты не горец, не кавказец».
Эти слова капитана Эмирова стали лозунгом и были напечатаны в дивизионной газете. Но 10 сентября 1942 года Валентин Эмиров погиб в неравном бою. Он один вышел на 6 вражеских самолетов и был подбит. Ему было всего 27 лет. В декабре 1942 года указом Президиума Верховного Совета СССР командиру авиационного полка капитану Валентину Аллахьяровичу Эмирову было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. По этому поводу в Ахтах состоялся грандиозный митинг. В память о земляке дагестанцы решили на свои средства построить авиаэскадрилью имени Валентина Эмирова. Сегодня именем Валентина Эмирова названы школы, улицы в городах и районах Дагестана и за его пределами. Здесь, в Ахты, его именем названа улица, сохранился дом, в котором он родился и жил, а в парке, в центре села, стоит бюст героя, выполненный известным земляком Хасбулатом Оскаром Сарыджи. Парад Победы 9 мая, весь район, все руководство района, в первую очередь мы подходим сюда, к памятнику Валентина Эмирова, возлагаем венки, отдаем ему дань памяти. Здесь начало шествия начинается отсюда, и идем затем мы к обелиску, где фамилии всех погибших. 19 мая ежегодно здесь принимают пионеры прямо перед памятником Валентина Эмирова. Здесь они дают клятву на верность, служить Родине, быть полезным и преданным Родине. Об этом удивительном лезгинском селении и тех, кто когда-то родился, рос на этой земле и живет, можно рассказывать очень долго. Но лучше всего приехать сюда летом на праздник лезгинского национального эпоса «Шарвели», пообщаться с местными жителями, побродить по этим уникальным улочкам, принять участие в майданах и соревнованиях, которые проходят прямо на улицах древнего Арцаха. Этот праздник – всенародный сход, форум народов Южного Дагестана и северных районов Азербайджана. Сюда, на праздник Шарвели, приезжают люди из разных городов России и зарубежья по велению сердца, а не по указам и приглашениям. И не случайно этот праздник проходит именно здесь, в Ахты, в древней колыбели земли лезгинской. Если у народа была великая история и героическое прошлое, то обязательно будет большое будущее. Shiva Tanchikwa, Khaile Skichal, Frimba Dali